Гэты старт на спаборніцтвах юніёрскага чэмпіянату Европы ў Ізраілі стаў для Анастасіі Шкурдай залатым. Таксама спартсменка установила юнацкі рэкорд Рэспублікі Беларусь. У вырашальным заплыве яе час 26,53 секунды. Чэмпіёнскім стаў і еўрапейскі юнацкі алімпійскі фестываль у Венгрыі. Коронная дистанция Насти – 50 метров баттерфляй. Это всегда волнение, в любом случае, неважно какой-то старт, это какой-то брестский старт или мировой даже. Всегда волнение и всегда хочется занять, конечно, высшую позицию. Всегда стараешься как-то показать максимум. Спартыўны тандем Анастасии Шкурдай и Ольги Ясинович склаўся 7 год тому. Тренер кажа, усё толькі пачынаецца. Сённяшнія перамогі – гэта задзел на далейшую будучыню. Галоўны сакрэт поспеху – працавітасць и настойлівасць. Мы очень много работаем, поэтому работа прошла не зря, значит, удалось достичь таких результатов путем работы. Путем того, что у нас очень хороший центр построили в Бресте. В этом году Настю включили в состав национальной сборной. Мы в декабре месяце едем в Данию на взрослый чемпионат Европы. Целей и задачи мы там никаких не ставим. Это будет первый опыт выступления на взрослых соревнованиях. Поэтому основная задача – это набраться опыта. Анастасия Шкурдай – майстер спорта международного класса по плаванию. Сярод присутных у зале – родные спортсменки, бабулі и бацькі. Павіншаваць Анастасию пришел наместник старшини Брестского облвыканкама Олег Вяличко. Конечно, Настя молодец, Ольга Яковлевна молодец, но ничего бы этого не было, если бы не было соответствующей, как говорится, политики в нашей государстве. Сколько у нас тут не буду перечислять, есть объектов спортивных, которые достойны внимания, и там занимаются сотни тысяч детей наших, имеют возможность заниматься. Специалисты подтверждают, усе необходимые компоненты для отрымания высоких спортивных выников есть юные таленты и добрая материальная база. У нас сегодня уже заинтересовало не только нас, а ее детях, таких как Ваня Адамчук, Настя Грицук, тоже знают уже и в Европе. Не так давно я был на переговорах, пока мы не будем говорить в каком клубе, но уже интересуют наши дети, профессиональные спортивные клубы. Я считаю, что это один из таких перспективных видов, что с помощью зарубежных специалистов, зарубежных тренеров и рядом тренируясь со звездами, у нас будет больше шансов не просто попасть на Олимпиаду, а может быть показать достойные результаты. Уже у снежня Настя отправится на дорослый чемпионат Европы у Данию.